В Ингушетии работают 210 первичных профсоюзных организаций, с которыми заключены коллективные договоры. К ним часто обращаются с различными жалобами сотрудники предприятий. Отдельное внимание в работе уделяется теневой занятости. Для решения данной проблемы были заключены соглашения с Республиканской трехсторонней комиссией по урегулированию социально-трудовых отношений и Союзом работодателей. Профсоюзы борются за справедливую оплату труда, соблюдение норм трудового законодательства, обеспечение безопасных и здоровых условий труда, а также за социальные гарантии и льготы для работников. Важной частью работы организации является помощь участникам специальной военной операции. Говоря про итоги деятельности, Оздоева доложила, что в рамках первомайской акции около 7 тысяч профсоюзов провели собрания в трудовых коллективах. На встрече также обсудили строительство здания профсоюзов, подняли вопрос столетия ингушских профсоюзов в этом году. По законотворческому процессу, по инициативе профсоюзов издано 2 закона за период 22-23 годы. Это закон о регулировании отдельных вопросов в сфере деятельности профессиональных союзов Республики Ингушетия и закон о социальном партнерстве Республики Ингушетия. По социальному партнерству мы также заключили десятки соглашений. И скажу, что работа пошла активнее, то есть партнеры с нами сотрудничают, и особенно молодые люди по молодежной политике уже сами постоянно. Вот, да, вот с ними работа пошла, да. Вот хотелось бы, единственное, сейчас, когда мы уже закрепим работу с профсоюзом спорта и по физической культуре и спорту, уже более такие проводить профсоюзные спортивные мероприятия по оздоровлению, совместно, да. А самое главное, понимаете, вас люди не знают. Многие понимают, но не знают, что это в норму вошло. Вот, понимаете, что мне трудовой мне не берут, больничный мне не дают, в отпуск мне не надо, это же ужас. Да, да. И именно там 80-90% женщин. Понимаете? Да. За это-то выступите. Мы постоянно помощь участникам специальной военной операции, в основном гуманитарную помощь собирают, отправляют, то профсоюзы, и наш очень активно ежемесячно перечисляют какие-то суммы. То есть у нас финансовая поддержка идет. Вот это вот очень важно. Я сейчас вот был у президента, это очень важно. Можно сказать, наипервейший вопрос. Это будет значимо для профсоюза организаций, вообще для всех.